Я родилась в шахматной семье, где тренером был мой отец, и он обучил всех своих детей игре в шахматы. Думаю, что лет с 5-6 я уже знала все правила, причем их никто не объяснял. Это благодаря наблюдательности и визуальному восприятию этой игры. Я много занималась в детстве, и также у меня было огромное количество практики, огромное количество турниров. И хочу сказать высказать огромную благодарность своему отцу за это, потому что он сделал все возможное, чтобы я играла во всех соревнованиях, которые проводились на тот момент в Краснодарском крае и на юге России, в России. Мы объездили всю страну, участвовали везде, где можно. Он искал спонсоров, искал возможности. Самое главное наставление – это быть упорным и трудиться. То есть, если даже у тебя огромный талант, способности, замечательная память, феноменальная, этого будет недостаточно, если не проявлять упорство, если не трудиться и не выкладываться на все 100%. Моей задачей было показать максимальный результат, но я не предполагала, что стану чемпионкой. Я делала все возможное, все, что от меня зависит, старалась, готовилась к каждой партии. И где-то к финишу турнира я уже заблаговременно заняла первое место. То есть даже не зависел результат последней партии от моего результата. Обучить детей 2-4 лет шахматной игре. Но для этого нужно было разработать методику со всеми подробностями, с готовыми конспектами занятий. И так как у меня соответствующее образование, я как-то ввязалась в эту авантюру. Через несколько лет эксперимента, когда мы использовали любую возможность обучения детей данного возраста, у нас получилось. И еще очень ценным для меня является то, что я также включила в эту книгу очень много интересных аспектов из психологии и педагогики, для того, чтобы книга была интересна не только детям, но и взрослым. Шахматы дают очень много не только детям, но и взрослым. Что касается детей, это в первую очередь самодисциплина, это организация собственного времени, это умение принимать решения. Но самое, по-моему, ценное, как по мне, это именно нести ответственность за свои поступки. Это очень важно вообще, в принципе, для любого человека.